я тогда передаю слово Зое Кретовой, эксперт проекта «Устойчивость молодежи к изменению климата». Спасибо, Анна, большое. Мне очень приятно сегодня быть здесь, тем более видеть знакомые лица. И, как Анна уже сказала, для вашего внимания сегодня бы хотелось бы рассказать немного более подробно о тех климатических вызовах, которые встречаются сегодня, прежде всего, Кыргызстан. Да? То есть, конечно же, я обязана рассказать вообще о причинах изменения климата, как в мире происходят как мир сталкивается с климатическим вызовом, и, конечно, более подробно расскажу, что же происходит в Кыргызстане. Самый главный вопрос и самый первый вообще, который всегда стоит перед обществом, особенно перед людьми, которые, так скажем, самая простая прослойка населения, это разница между погодой и климате. Так как у меня, наверное, времени немного, обычно я как бы разговариваю с аудиторией, но сегодня я буду сама отвечать на свои же вопросы. Погода, проще говоря, это то, что мы с вами отмечаем за окном, а климат – это то, что мы рассчитываем. Более, так скажем, по определению, да, погода – это физическое состояние атмосферы в данное время, в данной точке земного шара, а климат – это уже усредненный режим погоды за 30-40 лет. И такой самый простой обывательский пример, да, погода формирует то, что мы с вами одеваем сегодня, а климат формирует то, что находится в нашем с вами гардеробе. Изменение климата, вот эта проблема, она, как они, конечно, популяризируется в последние 10, 20, 30 лет. На самом деле стоит отметить, что изменение климата на планете Земля происходило всегда. То есть вы все знаете вот периоды, когда, допустим, вымерли мамонты, да, допустим, когда было вообще перестроение, так скажем, комфортных для жизни условий. Но чем знаменита именно, чем опасно, наверное, и чем характеризуется современное изменение климата? В том, что оно спровоцировано не естественными причинами, а деятельностью человека и тем, что она происходит очень быстро. Такими быстрыми темпами, что экосистема, даже сама экосистема не успевает адаптироваться. Также в последнее время стали все говорить, не использовать термин не глобальное потепление, не изменение климата, а все чаще разбалансировка климата. И в этом году вот как раз-таки все вот эти явления, ну кроме медведя, медведь это постоянное явление, были в этом году, отмечались, да, то есть это аномальная засуха, например, на севере Казахстана, когда погибло около 1000 лошадей. Аномальный шквалистый ветер был, насколько я помню, в мае в России, то есть наводнение в Крыму, лесные пожары. В Африке тоже периодически в последнее время выпадает снег. То есть вот это все как раз-таки разбалансировка климата именно проявляется, что в какой-то местности появляются невиданные ранее экстремальные погодные явления. Если, опять же, вернуться к причинам вот этих разбалансировок климата, то, конечно же, в первую очередь мы вспоминаем о естественных причинах. Это движение континентов, это вулканическая деятельность с выбросами аэрозолей, которые, в принципе, замедляют потепление климата. Солнечная активность, может быть, многие из вас слышали об 11-летних циклах Меланховича, да, например, изменение орбиты Земли. Все это природные процессы, но человек добавляет носит свою лепту вот в эти природные естественные причины. Парниковый эффект, да, наверное, когда говоришь об изменении климата, очень важно говорить о парниковом эффекте. Многие из вас наверняка знают, но если знают, еще раз повторю, попроще, если объяснить, парниковый эффект – это эффект теплицы. То есть когда длинноволновая радиация, поступающая от Солнца, проникает через вот этот слой газов, в слой атмосферы, и часть из них остается в приземном слое. То же самое, как в теплице. Солнце греет, например, да, солнечное тепло проникает через стекло, но обратно солнечное тепло уже не уходит. Тем самым в низком слое создается дополнительный прогрев. Если бы не было бы парникового эффекта, то температура на Земле не была бы такой, как сейчас. Она была бы порядка минус 18 градусов, и, соответственно, жизнь в том проявлении, в котором мы видим ее сегодня, она бы невозможна была. Самый большой, конечно же, парниковый газ – это не СО2, как многие из нас ошибочно полагают. Самый большой парниковый газ, конечно, это водяной пар. Почему? Потому что большая часть планеты Земля покрыта океаном. Соответственно, вот именно вот этот утепляющий эффект вносит прежде всего водяной пар. Но на водяной пар человечество прямым образом не воздействует. А воздействует человек
на выбросы СО2 и другие парниковые газы, которые усиливают, увеличивают, вносят вот этот дополнительный эффект нагрева. Основные источники парниковых газов – это, конечно же, производство электричества и тепла вследствие сжигания углеводородного топлива. В принципе, думаю, это как бы логично и понятно. Также промышленность с этими большими всеми выбросами дополнительных парниковых газов. И, конечно же, землепользование. Почему? Потому что мы нарушаем естественные процессы, естественные вот эти циклы химических элементов, циклы углерода и так далее. То есть 20% относится к землепользованию. Это процентное соотношение на период 2010 года, нового пока я так и не нашла. Это наше, кыргызстанское. Нет, это общее по миру. Это по миру, да. Чем опасны парниковые газы, те, которые именно антропогенные парниковые газы? Тем, что они обладают очень продолжительной живучестью. То, что мы сегодня с вами выбрасываем, будет жить в атмосфере еще очень долгие года. Например, фреоны могут жить до 50 тысяч лет. Газы, вот настолько они долгоживучие. Вот это как раз-таки, вы знаете, может быть, что среди, так скажем, климатического сообщества большое событие произошло. IPCC, МГИК, межправительственная группа экспертов по изменению климата, выпустили первый доклад «Физическая основа климата». И здесь приведено впервые такое доскональное доказательство того, что тот парниковый углекислый газ и другие парниковые газы, которые находятся в атмосфере, они, значит, вы знаете, как работает МГИК, они проводят обзор всех рецензируемых научных статей. И то есть было доказано, что парниковые газы, которые находятся в атмосфере, они имеют антропогенное происхождение. То есть им проводились специальные изотопные анализы, например, тот же сжигание, например, угля и нефтепродуктов, оно обладает другим, как бы так, химическим составом, тот углекислый газ и другие составляющие, нежели природного происхождения. И именно на потепление последнее 20-летие было выше, теплее до индустриального периода на 1,09 градусов выше, чем до индустриальный период. И наука доказала, что практически 95% из этой цифры именно вклад человека. То есть как бы все, сомнений быть не должно. Среди научного сообщества уже нет скептиков. И также... сейчас вернусь еще одному слайду назад. Хотелось бы также добавить, что моделирование климата – это очень сложный процесс, но тем не менее ученые все время борются со скептиками, доказывая, допустим, все-таки антропогенное влияние изменения климата. И вот на вот этом графике, да, показывает, получается, здесь есть симуляция климата с 1850 года. И, например, если бы не было человека, то климат был бы довольно-таки стабильным. А вот это суммарное воздействие человека и естественных факторов вызывает вот этот сумасшедший рост температуры. То есть все, наука уже сделала свои окончательные выводы. Ну вот теперь немного о тенденциях, которые отмечаются в мире. На данном слайде очень хорошо, мне кажется, отображены месячные аномалии температуры воздуха в целом для мира с начала доиндустриального периода, это 1850 год. И вот видите по разности вот этой закраски, насколько наше текущее время теплее, горячее, я бы даже сказала, чем, допустим, там, начало XIX века. И вот как раз-таки в последнем докладе МГИК отмечено, что за период с 11 по 20 год, то есть последнее десятилетие, температура была, повторюсь, я говорила ранее, на 1,09 градуса выше доиндустриального периода. Хотелось бы отметить, помните, да, Парижское соглашение, оно о 1,5 градусах. Мы уже 1,1, то есть мы совсем рядом. 2019, 2020 и 2016 года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Приду теперь к региону Центральной Азии для сравнения. Да? Если сравнивать, например, наши 5 стран, то лидером в повышении температуры являются, конечно же, страны, лежащие ниже по течению. То есть наш горный рельеф оказывает свое воздействие на
темпы роста температуры. Самыми быстрыми темпами теплеет в Туркменистане. То есть на 1,6 градуса за последние 45 лет повысилась температура воздуха. У нас на 1 градус, а в Таджикистане еще меньше, на 0,7. Но это все не так важно, как вообще в целом оценка уязвимости страны. Всемирный банк в 2009 году провел такую комплексную оценку уязвимости стран Восточной Европы и Центральной Азии. На самом деле вот таких оценок уязвимости их очень много. И по некоторым, допустим, вы видите, что Таджикистан находится на первом месте, Кыргызстан на третьем месте. Если вы будете рассматривать другие индексы, их порядка 10 этих индексов, таких наиболее интересных. Есть такие индексы, где Кыргызстан и Казахстан стоят на 140-м, на 150-м месте. То есть все зависит от того, какие, там, допустим, наборы показателей используются и насколько страна доказывает, что она находится под воздействием изменения климата. Например, та же самая Монголия, которая очень хорошо доказала, что у нее очень много климатических изменений, и все сектора экономики страдают от этого изменения, и она автоматически поднялась на очень высокие места. То есть вот в изменении климата очень важно именно вот как вот кирпичики, да, все составляющие. То есть прежде всего научная составляющая тоже чрезвычайно важна для того, чтобы именно правильно выстроить страну, соответственно, чтобы к ней было правильное отношение для привлечения, опять же, того же климатического финансирования. Ну, в целом, для понимания, вообще, как же все-таки формируется риск страны, да, есть такие три базовых понятия. Это воздействие, это как вообще какие климатические изменения отмечаются в той или иной местности. Ну, например, это волны жары, это интенсивные осадки, это засушливые явления. А также подверженность. Это больше такой как бы факт, да, так скажем, где человечество живет. То есть, другими словами, экспозиция. Наверное, вы знаете это слово. То есть, например, на территории, вот у нас территория подвержена географически, да, высокой силевой плазмовой опасности благодаря очень изрезанному рельефу. Также, допустим, насколько вообще данной местности используется, там, допустим, управление водными природными ресурсами, уровень бедности, плотность населения, да, то есть вот именно это все определяет подверженность. И сама уязвимость, насколько вообще человек-объект уязвим перед как бы данными явлениями. Вот эти три основных кита. И, соответственно, если мы сейчас вот быстро не можем изменить воздействие, воздействие как раз-таки изменится через митигационные меры. То есть через сокращение эмиссий, через более рациональное землепользование, через сохранение лесных экосистем и так далее, и так далее. Вы все знаете, да, вот эти митигационные меры. То на подверженность, уязвимость мы можем влиять прямо сейчас. То есть повышая прежде всего осведомленность, повышая систему раннего оповещения, да, то есть для минимизации рисков и проводя какие-то превентивные мероприятия в секторах экономики. И, конечно же, действуя от себя лично. Ну, теперь, наверное, вот, в принципе, то, для чего я изначально должна была быть здесь, немножко подробно об том, как меняется климат в Кыргызстане. На самом деле, очень детальная оценка была сделана Кыргызгидрометом. И есть QR-код, да, где вы можете всегда скачать этот документ. На данных гидромета была проведена доскональная оценка изменения климата, изменения различных климатических индексов, которые влияют на сектора экономики, которые, в принципе, люди, принимающие решения, должны использовать. Но другой вопрос, что зачастую для людей как бы, у нас не существует, наверное, понимания между наукой и там, лицами, принимающими решения. Да, нужно разъяснять все. Итак, что происходит в Кыргызстане? В мире в целом очень быстрые темпы потепления начали отмечаться с середины 70-х годов. В Кыргызстан вот такие интенсивные темпы потепления пришли к нам на 20 лет позже, в середине 90-х годов. Если говорить о сезонах, то по сравнению с другими сезонами гораздо теплее становится именно весной. Именно это такой устойчивый, статистически значимый тренд, другими словами. Что касается изменения климата так скажем, локального изменения климата, цифры и кругляшки – это скорость повышения температуры в местах расположения метеорологических станций. И интересным фактом является то, что самые быстрые темпы повышения температуры отмечаются в местах воздействия человека.
То есть человек влияет на климат не только через глобальные процессы, да, увеличивая концентрацию парниковых газов, а меняя среду обитания. То есть понятно, что, допустим, Бишкек, Джалабад, Ош – это урбанизация, да, соответственно, повышение температуры. Но есть, например, еще точка Кызыладыр, это Кировское водохранилище, где в середине 70-х как раз-таки начали заполнять водохранилище. А вы знаете, что водный объект – это как аккумулятор тепла, да, он делает зимы теплее, лето прохладнее, но как бы тем не менее вот за счет зимних температур там температура вот так, так скажем, потепление зимних температур в целом интенсивно теплеет. Интересная, конечно, точка Кумтор, да, вот, ну, не работает точка. Ну, вы знаете, где Кумтор находится, да, тоже довольно-таки интенсивное повышение температуры, 0,3 градуса, статистически значимо. Опять же, доказательство того, что человек меняет окружающую среду. Ну, понимаете, да, снег, запыленность высокая, меняется альбедо, отражающая способность солнечного тепла и так далее, и так далее. Так, дальше. По сезонам, опять же, возвращаясь к вот этой разнице, вы видите, насколько ярко окрашена скорость потепления, так скажем, весной. То есть на самом деле вот нужно понимать, что весна у нас практически исчезает. У нас короче становится зима из-за того, что весна теплее, и длиннее становится лето. И это является неким триггером для возникновения, для таких уже вторичных, опасных природных процессов, на влияние на сектор, на различные сектора и на здоровье человека. А если мы будем говорить о месячном разрешении, то март у нас просто как бы он в принципе исчезает из календаря. В этом году март был довольно-таки прохладным, если вы помните. Вот как раз-таки в этом году был март самым нормальным с точки зрения климатической нормы. В этом году октябрь нормальный с точки зрения климатической нормы. Наконец-то он холодный, наконец-то он с осадками. Вот он такой должен быть, понимаете? У нас последние года, последние десятилетия, климат вот показывал нам, вот, что ненормально. И тоже хочу ваше внимание обратить на то, что в некоторые, мы говорим о глобальном потеплении. Почему отказались от термина глобальное потепление? Что это общая тенденция. Но она часто вводит людей в сомнение, в заблуждение. Потому что в некоторых местах, в некоторых сезонах отмечается похолодание. Итак, у нас в декабре в стране отмечается похолодание. На самом деле. У нас вот этот пик холодного времени года с января сместился на декабрь. Уже смещается. И, например, в летние месяцы у нас есть районы, где температура понижается. Я могу ошибаться, но, возможно, опять же, это сказывается заполнение Токтагульского водохранилища, потому что климат местности изменился значительно. Об этом свидетельствуют и местные жители. Ну и понятно, это большой водный объект, да, опять же, который тоже оказывает свое влияние. Не зимой, а здесь летом он оказывает охлаждающее влияние, ну, в силу особого такого распределения. Вот я почему-то вот подробно вам все так рассказываю, что понимаете, насколько важны, допустим, глубокие исследования и связка с секторами, чтобы увидеть вот эту причинно-следственную связь. Это вот так примерно меняется температура в целом для страны. То есть вы видите у нас, как быстро растет температура в первом полугодии, в целом летом у нас, в целом по стране температура меняется незначительно, а в декабре по стране холодает. Что касается осадков. Осадки – это очень сложная величина для оценки. Осадки обладают такой характеристикой, как изменчивость. Изменчивость территориальная, то есть в одном месте дефицит, в другом месте переувлажнение. Осадки обладают сезонностью, то есть весной у нас очень много осадков, например, летом у нас в Бишкеке дефицит осадков. Но также, что самое страшное и опасное для нашей страны, у нас отмечается значительная межгодовая изменчивость осадков. И вот все мы знаем об этом, как не знаете, об энергетическом кризисе, который в этом году случился в нашей стране. И вот хотелось бы показать вам, почему он случается, почему вот этот суммарный такой накопительный эффект, когда не только у нас талой снежной воды мало, а у нас деградируют уже даже подземные воды. Вот на верхнем графике, начиная с 2012 года, посмотрите, доминируют года с недобором осадков. Только вот один 2015 год был, когда было много осадков. То есть вот этот как раз-таки период маловодья, вот мы сейчас результат все и как бы видим. И здесь очень важно, конечно же,
то количество осадков в нашей стране, которое выпадает в зимнее время. Вы все слышали о проблеме ледников, да, что они деградируют, и по идее у нас должно быть воды много. Ну и где она, эта вода? Что-то ее как бы и особо и нету. Но на самом деле, наверное, стоит учитывать, что у нас, например, река Нарын, которая является главной артерией, да, допустим, Кыргызстана и источником воды там, для нижележащих стран, 40% стока реки Нарын – это снеготалые воды. 40% это подземные, а уже 10% это дождь и 10% это лед. То есть нам очень важно, сколько осадков выпадает в зимний период. В прошлый зимний период, вы помните, осадков не было, снег не лежал, потому что повышалась температура, вместо снега выпадал дождь. То есть вот такая сложная цепочка взаимосвязи. Если в целом говорить о такой, если говорить, попытаться увидеть все-таки вот в этом межгодовом колебании, какая отмечается тенденция, то все-таки в стране осадков становится чуть-чуть больше, если говорим о годовом изменении. А вот если говорим о сезонном, то здесь уже появляются очень большие контрасты. Например, зимой в восточной части Кыргызстана, то есть восточной Приссукуле, осадков становится значительно больше. Там и так много осадков, но там их становится еще больше. Соответственно, повышается риск, например, там, лавинной опасности. Летом, например, у нас становится очень много осадков в юго-западных областях республики. А летом там и так большой риск схода селей и паводков. То есть от осадков сверху еще добавляется увеличение осадков. Весной осадки практически не меняются. Но вы помните, что весной очень сильно растет температура. А вы знаете, чем выше температура, тем больше испарения. Соответственно, весной мы еще, в принципе, поля у нас не поливаются. Соответственно, возникают вызовы новые перед сельхозсектором. Да, допустим, использовать орошение уже в весенний период, потому что слишком жарко. Ну и калейдоскоп такой цветовой, насколько локально по-разному меняются осадки в нашей стране. И, наверное, таким интересным фактом является то, что в феврале у нас осадков становится по всей территории, осадков больше. И самые такие сухие месяцы, как и август, и сентябрь, немножко увлажнение становится. Вот это один такой маленький положительный эффект. И вот, кстати, о положительном эффекте изменения климата на примере города Бишкек. Наряду с анализом осадков и температуры очень важно оценивать климатические индексы. Эти климатические индексы, они стандартизированы, рекомендованы Всемирной метеорологической организацией как раз-таки для оценки воздействия изменения климата на сектора. И вот таких, наверное, самые яркие, да, вот положительный эффект. Все-таки мы говорим об отрицательных, но вот все-таки немножко о положительных. У нас сокращаются дни с отрицательными температурами. Это хорошо сказывает и на нашем с вами кармане. Нам меньше платить за отопление. Увеличивается продолжительность вегетационного периода. Соответственно, это новые возможности для сельхозсектора. Может быть, уже и финики можно выращивать, просто еще не пробовали. Сокращается число волн холода. Последняя волна холода была, вы все ее знаете прекрасно, когда сломался ТЭЦ. Вот это была волна холода. До этого волна холода была в 2012 году. То есть очень редко вот такие волны холода стали появляться. То есть там, допустим, 3 или 5 дней вот такой аномально низкой температуры, и у нас прям в стране коллапс. Для примера хотела рассказать, что в 1984 году было 12 дней подряд с температурой ниже 25 градусов, минус 25 градусов. То есть вот такие были волны холода в Бишкеке. А мы тут уже 3-5 дней, и все, у нас тут прям все становится очень опасно для жизнедеятельности. Отрицательный эффект, конечно же, это усиление тепловых стрессов. Мы все, опять же, знаем, что это такое. Увеличивается с быстрыми темпами, статистически значимо, это значит устойчивый рост. Число дней с температурой, например, выше 35 градусов. 35 – это уже дискомфортная температура. И увеличивается количество волн жары. Вот такое распределение скорости изменения дней с температурой выше 30 градусов. Да? И опять же, посмотрите, обратите внимание на то, что самыми уязвимыми являются долинные зоны Кыргызстана, то есть места проживания наибольшей концентрации населения. То есть долинная зона становится более
дискомфортной для проживания. Волны жары также, то есть мало того, что эпизодические случаи с высокой температурой, но еще и вот эти волны жары это как бы циклы с аномально высокой температурой, то есть их становится больше, и они становятся продолжительнее. Опять же страдают долинные зоны, и вот здесь уже страдает юго-восток Иссык-Куля, это станция Кызылсу. Ну, возможно, здесь такое косвенное влияние, опять же, Кумтора. Здесь Кумтора, кстати, нету в исследовании, его нельзя помещать, потому что там прерывистые ряды были, но я бы не привела, но я их рассчитала. И, то есть, красный очаг вместе с Кумтором, на самом деле. То есть, прям там интенсивно растут вот эти летние волны тепла, волны жары, и, то есть, летние температуры там интенсивно растут. Что нас ждет? По оценке последнего доклада, оценочного доклада 6-го МГИК, по самым оптимистичным сценариям развития, ну, вы чтобы понимали, климатическое моделирование – это чрезвычайно сложный процесс, делают его суперкомпьютеры, вкладываются очень многие параметры климатической системы, то есть это, ну, их около 90. И вкладываются, конечно же, уже социально-экономические параметры. То есть как много будет людей, по какому развитию, сценарию развития там, какого направления экономического, как это сказать, ну, зеленая экономика будет или коричневая. То есть вот такие очень многие... Развитие экономики, спасибо, уже заговариваюсь. То есть закладываются очень многие параметры, то есть и климатические, и социально-экономические. И при самом-самом оптимистичном сценарии, что вот прям завтра мы сократим все выбросы и будем все по зеленому пути развиваться, рост температуры на ближайшие 30 лет будет порядка 1,5 градусов глобально. Да? То есть сегодня мы имеем 1,1, продолжится до 1,5. И сегодня мы уже с вами имеем большое число климатических опасных явлений погоды, которые уносят, не только приносят экономический ущерб, но еще и приносят значительные человеческие, да, потери. И этот рост повысится, соответственно, больше разбалансировка климатической системы, больше опасных явлений. И по сценарию бизнес, как обычно, это вот самый верхний график красный, да, то есть рост температуры на ближайшие 20 лет будет... ну, кстати, вот я просто 1,6, да, то есть, в принципе, почему-то они вот пересчитали 1,6, но, наверное, когда мы говорим о сценарии «Бизнес как обычно», очень часто говорят о конце столетия и насколько же повысится к концу столетия при сценарии, если мы ничего с вами не будем делать. И тогда рост температуры будет более чем на 4 градуса. Что касается Кыргызстана, то температура также по 3 самым основным сценариям, социально-экономическим сценариям, будет продолжать расти, естественно, более интенсивно, если мы будем на том же пути развития, что и сейчас. Осадки сохранят вот эту межгодовую изменчивость. И если говорить в осредненных значениях, то на ближайшие 30 лет наибольший рост температуры будет ожидаться, кстати, в летний период, в отличие от того, что мы имеем с вами сегодня. Мы имеем весенний рост температуры, но глобальные модели этого не видят. То есть вот опять же еще одна задача, да, то есть кроме детальной оценки климата нам очень важно повышать потенциал в области моделирования. Нам важно использовать региональные модели, которые учитывают рельеф местности, потому что вот глобальные модели, опять же, они ошибаются. Ну, чтобы вы понимали, примерно вот такой график, восстановленный график исторических рядов в Кыргызстане, температуры, и вот этими двумя коричневая линия, коричневая экономика, линия зеленая экономика, то есть примерно вот такая температура будет в ближайшие 30 лет. То есть повысится она значительно по данным глобальных климатических моделей. Ну, то есть вы можете оценить, что это вот, ну, средние показатели температуры и слишком большой прыжок. Как бы вот немножко, конечно же, вот здесь вот скептики должны сказать, ну как так, слишком быстро. Поэтому, опять же, привет науке. И, наверное, вот такой самый такой простой пример, потому что мы здесь все с вами бишкекчане, чтобы мы поняли, как на нас с вами отразится будущее изменение климата. То есть это с 1927 года годовая температура Бишкека
по 30-летиям, да, вот эти вот параллельные линии, вы видите такой постепенный монотонный рост, и в ближайшие 30 лет по оптимистичному сценарию, по пессимистичному сценарию рост температуры. А это современный климат города Джалалабад. В Джалалабаде многие были, знают, и там как бы не очень-то комфортно по сравнению с Бишкеком. И вот, наверное, вот теперь такой, пытаюсь опять же побыстрее немножко основные выводы. Вот основные последствия изменения климата в Кыргызстане, вот так называемая подверженность, да, все-таки очень важно учитывать, что наибольший рост температуры происходит в городах, там, где живет человек. И очень быстрыми темпами становится весной, особенно в марте, что является триггером, опять же, как я говорила ранее. Ночи становятся теплее, что повышает, опять же, влияет на здоровье. Это дискомфортность населения, повышает дискомфортность самочувствия для населения. Увеличиваются тепловые стрессы через аномально жаркие дни, через увеличение количества жарких дней летом, а также в зимний период увеличиваются тепловые волны. Мы все знаем вот эту оттепели зимние, когда сразу люди начинают простывать. Снижается переход через ноль, активизируются вирусы, бактерии, и мы все гораздо проще простываем. Вместо снега идет дождь. Это тоже очень важно, потому что в Бишкеке, сектора экономики, особенно туристический сектор, все это знает, и, допустим, энергетический сектор. Но еще и, допустим, представьте, каково, допустим, самой экосистеме, или сельскому хозяйству, зимним культурам, да, и так далее. И вообще этот снег, он просто не может накопиться, осадки не копятся, чтобы, допустим, дать талую воду летом. И климат в целом у нас в стране, я не проводила вам результаты исследований, просто вот детали, я просто скажу о результатах. Климат в стране становится в целом более засушливый. То есть у нас и так аридный климат, а он становится еще более аридным. Но в некоторых местах, где было влажно, там становится еще влажнее. То есть, соответственно, это опять же вызывает риск увеличения чрезвычайных ситуаций. Лавины, сели, оползни, паводки, все вот эти гидрологически опасные явления. И такой вот пример, да, для понимания, как же это все происходит. Например, смотрите, быстро растет температура в феврале, быстро растет температура в марте. Соответственно, на что это влияет? Прежде всего, в долинных зонах вместо снега идет дождь, но даже в горах меняется структура снега. Кто катается на лыжах, тот знает понятие пухляк, да? Когда снег пухлый, такой вот, который выпадает при отрицательной температуре. Когда температура начинает повышаться, структура снега меняется, в ней появляются талые капельки воды, он становится жестким, да? И теперь представьте, вот снежная большая масса, начинается протаивание, вода уходит на более нижние слои, там уже, допустим, уже не мерзлая земля, потому что повышается температура. И тут еще сверху, например, начинает сыпать снежок, соответственно, это самый такой большой триггер, вот именно вот эти вот повышения температур для учащения лавин. То есть лавины все больше и больше, это подтверждается данными МЧС, что лавин становится больше, и они становятся более разрушительными. То же самое оползни. То есть у нас плюс к изменению климата еще, конечно же, опять человек, вследствие нерационального использования природных ресурсов, вследствие деградированных склонов, через вырубку, через нерегулируемый выпас скота мы меняем почву. Она не имеет возможности впитывать влагу. И то есть получается, опять же, когда вот эти вот интенсивные февральские, например, осадки, интенсивное снеготаяние, что происходит? Вода неправильно фильтруется, так условно назовем неправильно. И происходит что? А еще, допустим, скот срезает склоны, режет их. Что происходит? Отрыв этого пласта и огромные-огромные оползни. Последствия вам известны. Сели, сели и паводки. Как я ранее говорила, усиление осадков в и так подверженных районах, увеличение температуры, которое вызывает более быстрое таяние снега и ледников, соответственно, дают нам сели и паводки. И вот весна, в принципе, уже об этом говорила, да, повышенная температура вызывает повышенный процесс эвапотранспирации, то есть это испарение с растений, соответственно, необходимо, конечно же, уже вызывает это все, если это поливные земли, то повышенный спрос на землю, а если это багара, либо если это лесные экосистемы,
то вы сами понимаете, то это уже ущербы. Ну, как не ущерб, а уменьшение там, возобновляемости лесов, например. Если там, например, для сенокосов, то уменьшение урожайности потенциальное. 4 вот таких сектора, которых очень легко, наверное, легче всего проследить, ну, наверное, даже не то, что косвенное, а прямое воздействие изменения климата. Конечно, это сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Потому что, ну, понятно, да, аграрная страна, и вообще это каждого из нас касается, когда мы покупаем муку, сахар, масло. Увеличение вегетационного периода. Вроде как хорошо, но с другой стороны у нас повышается спрос на воду. Потенциальный конфликт. Повышение засушливости летом. Опять же, повышение, у нас повышенный спрос на воду, а еще и тем более это еще в долинных зонах происходит, где вообще воды как бы по сути и так, ну как бы недостаточно, да. Сокращение периода со снежным покровом. Озимые культуры страдают как минимум. Распространение заболеваний и вредителей. Это очень важно, и это фиксируется. Вот мы в рамках проекта проводили консультации с местным населением, зачастую, как бы с местным населением, и очень много людей именно подтверждало, что становится гораздо больше вредителей в садах, вообще, которые любые сельхозкультуры поедают. Ну, все вы знаете, самый яркий пример – это саранча, например. Там, да? То есть она мигрирует из-за жары на более северные районы. И это тоже очень важный эффект, не все о нем задумываются, усиление воздействия поздних весенних заморозков. Вот все-таки один вопрос задам. Как, на ваш взгляд, когда в Бишкеке отмечались самый последний снег весной, ну, вот последние заморозки? Вот на вашей памяти или так предположить? В этом году. В мае даже. Какого числа примерно? Да, но это Ну, давно вот уже. Где-то 9 мая, что ли. Вот, смотрите, да, то есть вот мы помним, ну, последние, на самом деле вы сейчас удивитесь, 31 мая в 1956 году был снег, 1,5 дня снег лежал. То есть, представляете, уже клубника, да, была? Ну, то есть, вот на самом деле, апрельские снегопады и апрельские заморозки – это нормально, если сравнивать с прошлыми такими явлениями. Но чем опасность сегодняшнего дня? Март и февраль, помните, как они горят? То есть, представляете, деревья и все живое просыпается гораздо раньше. То есть растения вступают в вот эту вегетационную Вегетационный период. вегетативную фазу, да? Вегетативную фазу. То есть быстрее начинается такое движение. И тут вроде как бы не поздние заморозки с точки зрения климата, но они супер опасные, потому что они просто, вот эти капилляры, в которых уже начинается такое движение, они просто разрываются изнутри. И это происходит не только в наших садах, это не только убивает почки, прежде всего, там, да? Это также влияет на лес. Допустим, там, возможно, лес начинает гнить быстрее, потому что вот как раз-таки весенние заморозки. Для пастбищного земледелия это, конечно же, более раннее выгорание пастбищной растительности. То есть зима раньше отступает, быстрее начинается весной трава появляться, скот ее поедает, еще и летом она выгорает быстрее, то есть это большие риски. ЧС, уже говорила, увеличение осадков, увеличение температур приводят к оползням, селям, лавинам, паводкам. Здравоохранение, тепловые стрессы – это к обострению всех сердечно-сосудистых, ну, то есть сердечно-сосудистых заболеваний. Очень сильно под большим воздействием находятся люди, забыла, как называются, как пенсионеры, беременные. Ну, с особыми потребностями. Да, как-то вот. Уязвимые. Я устала. Ну, в общем, да, наиболее... Интересная группа. группа, да. Пенсионеры. Беременные, пенсионеры, люди, которые работают на открытом воздухе. Ну, то есть мы с вами, сидящие в офисе под кондиционером, мы с вами не относимся к этой уязвимой группе. Уязвимой группы. Мы не относимся. А вот, например, там, работники, там, допустим, дорожной службы, вот это уязвимая группа. Беременная, которая не может гулять в парке, это уязвимая группа. И, допустим, все люди, у которых хронические заболевания усиливаются. И этому есть цифровые подтверждения, ну, научные подтверждения не у нас, может быть, в стране, но в мире. Тепловые волны зимние к увеличению ОРВИ. И водный сектор. Опять же, так, вывод такой самый, может быть, сегодня еще не говорила, но происходит изменение гидрологического режима. Вот этот пик водности, который, например, в стране у нас отмечается в мае-июне, он смещается на ранние сроки. И вот этот пример был таким, этот год был таким показательным, когда у нас
зима была малоснежной, и весь снег стал уже к апрелю, к маю. Но в июнь не был сильно жарким. То есть в горах, в высокогорье не установилась положительная температура, и ледники еще не начали таять. И у нас что в реках было? Ничего. У нас были, все вы знаете, что у нас в этом году было с фермерами. То есть вот этот вот типичный, как бы стандартный гидрологический режим, он изменяется. Вот этот период межени называется маловодье, он становится еще и шире. Деградация ледников, только ленивый не знает. И, конечно же, вот за счет испарения повышается водопотребление. Это очень большой, на самом деле, риск.